Дорогие братья и сестры, ассаламу алейкум. Сегодня мы остановимся на некоторых аятах 3 суры Корана, которая называется Аль-Имран, семейство Имрана. В ней 200 аятов. Аяты 131 и 130 и 131. Бисмиллахир-рахманир-рахим. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين صدق الله العظيم. Перевод. О вы, кто верует, не кушайте по пути ростовщичества, взяв большие проценты, и бойтесь Аллаха, может, станете счастливыми, и бойтесь ада, который уготован неверующим. Толкование и комментарии. Аллах запрещает мусульманам давать в долг под проценты и предупреждает того, кто кушает из дохода, полученного по такой пути, что он может оказаться в аду. Ростовщичество – это очень большой грех в исламе. Аллах объявил войну тому, кто занимается этим. В Коране сказано: «Фаин лам таф'алу фа'зану бихарбин мин Аллахи ва расулих». Если вы этого не сделаете, то есть будете продолжать заниматься ростовщичеством, то знайте, что вам объявлена война от Аллаха и Его посланника. Сура 1, аят 279. Есть много хадисов, изречения пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о грехе давать или брать в долг под проценты. Вот некоторые из них. Ла'ана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям акиля риба ва мукилаху, раваху Муслим, зада Турмузи ва гайрух, «Вашахидайхи вакатибаху». Посланник Аллаха проклинал того, кто кушает от дохода, полученного по процентам, и того, кто дал кушать ему, и тех, кто стали свидетелями этой сделки, и того, кто писал эту сделку. В этом хадисе, как видите, ясно сказано о том, что грех не только падает на дающего под проценты, но и в равной степени и на берущего, и на свидетелей, и на регистрирующего этой сделки. Исходя из этого, нет сомнения в том, что мусульманин, боящийся от Аллаха, не имеет права работать в банковских учреждениях, даже в должности сторожа. Приведу еще один хадис о грехе давать деньги под проценты. Раан Набию саллаллаху алейхи вассаляма фи манамихи нахран мин дамин фихи раджулун каимун ва аля шаттин нахри раджулун байна ядайхи хиджара иля ахир хадис аллади раваху Бухари. Однажды наш пророк саллаллаху алейхи вассалям видел во сне кровяное озеро. В середине стоял человек, на краю озера стоял другой с кучами камней. Тот, который находился в озере, направился на берег в сторону стоящего у берега. Когда он приблизился к берегу, стоящий у берега начал кидать его камнями. Камень попал ему в рот, и он был вынужден вернуться в середину озера. И так каждый раз, каждая попытка заканчивалась тем же. Удивившись этой картине, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил у ангелов про человека, который находился в озере. Они сказали: он был ростовщиком. Думаю, не может оставаться равнодушным к ростовщичеству тот, у кого в сердце хоть маленькая искра от имана, после того, как он услышит следующий хадис. Ар-риба
73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه الحاكم وله شواهد. Вход в грех ростовщичества имеет 73 дверей. Самая легкая из них наравне с грехом того, кто был в браке с собственной матерью. Прошу Аллаха, чтобы Он остерегал нас от этого греха, и прошу Аллаха, чтобы Он помог покаяться тому, кто занимается этим богопротивным делом. Аяты 133 и 134. Бисмиллахир рахманир рахим. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Перевод. Спешите обрести прощение от вашего Господа и рай, ширина которого небеса и земля, уготованный для богобоязненных, которые расходуют и в радости, и в горе, и сдерживают свой гнев и прощают людей. Аллах любит делающих добро. Толкование и комментарии. Аллах призывает своих рабов поспешить обрести прощение у Него и рай, то есть поспешить делать добрые дела, так как добрые дела являются ключом к прощению и входа в рай, если, конечно, эти добрые дела подкреплены с иманом, с верой в Аллаха. Затем Аллах указывает на просторность рая, сравнив его широту на широту небес и земли, давая тем самым знать, что длину рая знает только один Аллах. Вот такой обширный рай уготован для людей богобоящих. Кто они, богобоящие, и какие они? Они те, которые расходуют ради награды у Аллаха, и когда они в достатке, и когда бедны. Они берут больше удовольствия от расхода ради Аллаха, чем доходы, приобретенные им. Как видите, дорогие братья и сестры, первым качеством богобоящего человека Аллах назвал его щедрость. Щедрость – это начало всех хороших качеств. В хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, сказано: «Ас-сахию карибун мин Аллах, карибун мин аннас, карибун мин аль-джанна, баидун мин аннар, валь-бахил баидун мин Аллах, баидун мин аннас, баидун мин аль-джанна, карибун мин аннар, валь-джахилу сахи ахаббу иля Аллахи та'аля мин абидин бахил». Раваху Турмузи. Щедрый человек является близким к Аллаху, близким к людям, близким к раю, далеким от ада. Жадный человек является далеким от Аллаха, далеким от людей, далеким от рая и близким к аду. И тот, кто не очень усердствует в служении Богу, ограничиваясь только исполнением обязательного намаза и ораза, больше нравится Аллаху, чем тот, который усердствует в служении Аллаху, делая дополнительные намазы и ораза, но сам скупой. Вторым качеством богобоящих людей было названо сдерживание своего гнева, не давая ему выхода внаружу ни словом, ни делом. Про это качество есть такой хадис: «Ман кавама гайбан, ва хуа ястати'у ан янфузаху, да'аху Аллаху та'аля яум аль-кияма аля руусил халаик, хатта юхайираху фи айил хуриша». Раваху Турмузи ва Абу Дауд. Кто сдержит свой гнев, имея возможность отомстить
Аллах позовет его в день воскрешения перед всеми людьми и разрешит ему выбирать любую из девиц рая. И последние два качества богобоящих, названные в аяте, это прощение людей и делающие добра. Кто будет простит, будет у Аллаха прощенным. فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Пусть прощают и извиняют. Разве вы не хотите, чтобы Аллах простил вас? Сказано в Коране. А люди, делающие добра, милость Аллаха к ним близка. «Инна рахматаллахи карибум миналь мухсинин». Поистине милость Аллаха близка от делающих добра, говорится в Коране. И в заключении, дорогие братья и сестры, хочу обратить ваше внимание на следующее. Вы можете написать в адрес передачи «Нуруль Ислам», «Свет Ислама», те вопросы, которые вас интересуют по части ислама. Спасибо. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.